искусств Сыктывкара обучаются больше 1000 детей. Основные направления – хореографическое и художественное. Есть общеразвивающая и предпрофессиональная программа. Недостатка ни в учениках, ни в кадрах нет. Все современное и новое, а потому работать и учиться комфортно. У нас оснащенные кабинеты. Нам, самим преподавателям, очень удобно работать в таких кабинетах, потому что у нас есть и компьютер, и интернет-камера. Ежегодно мы дополняем еще какими-то техническими новшествами, можно сказать. А так, с точки зрения санпинов, у нас выдержаны все условия. В частности, у художников в обязательном порядке есть так называемые кладовые, есть умывальники, есть вся аппаратура, которая им требуется для того, чтобы они полноценно проводили урок. И вот то же самое у хореографов. Муниципалитет финансирует школу в достаточном объеме. От ремонта здания до костюмов. Есть и свой доход от аренды и платных услуг. Но такая ситуация далеко не во всех подобных учреждениях региона и страны. Большинство нуждаются в кардинальном обновлении. Эта тема стала ключевой на Северном культурном форуме. Президент, выступая на одном из советов по культуре, сказал, что в общем, культура она важнее, чем и оборона, и экономика. Дословно, потому что если нет культуры, то зачем все это? Именно культура объединяет нашу многонациональную страну. Именно культура делает нас единым народом, единой цивилизацией и делает нас теми, кем мы являемся, формирует нашу идентичность. А основа нашей отрасли культуры – это кадры, которые отбираются, начиная с самого детского, самого молодого возраста. То есть именно детские школы искусств являются фундаментом всей нашей отрасли культуры, из которых потом вырастает все остальное цветущее дерево нашей отрасли культуры. В России сохранена уникальная трехуровневая система образования в сфере культуры. Школа, училище, вуз, благодаря чему вырастают российские звезды мирового уровня. Однако, начиная с 2000-х, качество обучения в начальном звене снизилось. Именно тогда школу искусств отнесли к учреждениям дополнительного образования, то есть досуговым. В итоге многие творческие коллективы ощутили нехватку хороших артистов и музыкантов. Сегодня детские школы искусств, это необходимо констатировать, испытывают некоторые трудности, во-первых, с недостатком внимания со стороны органов власти муниципальных, во-вторых, конечно, с недостатком финансирования, в-третьих, может быть, с неполной отдачей по координации их деятельности. В общем, на региональном уровне это необходимо тоже отметить. Поэтому, конечно, сегодня Республика Коми высказала свою готовность на призыв Министерства культуры Российской Федерации о том, чтобы выступить пилотным регионом вместе с Томской областью на передачу детских школ искусств, которых у нас 41 учреждение, на уровень субъекта Российской Федерации, то есть на государственный уровень Республики Коми, региона. Недооценка потенциала учреждений еще и при скудных местных бюджетах. Причина слабой материально-технической базы и общего состояния большинства школ искусств. Как следствие, кадровый голод и даже нехватка учащихся. На освободившиеся места очень сложно найти преподавателей. Но вот, например, администрация нашей школы как-то находит возможности, ищет, связывается с училищами, с музыкальными, с колледжами. Потому что, конечно, проблема с новыми педагогами. Хотелось бы больше молодых вливаний. А детки как идут к вам? Детки, если постараешься, то, конечно, идут. Проблема есть, чтобы привлечь в школу, да. Изменения наметились в 2011 году. Тогда законодательно в программу обучения школ искусств включили еще и предпрофессиональную. А полномочия по реализации политики в сфере художественного образования закрепили за Министерством культуры, как это и было в советское время. Отсюда и решение перевести начальное звено с муниципального на региональный уровень, что позволит развивать систему подготовки кадров в едином направлении. Мы будем смотреть в сторону их укрупнения. В сторону укрупнения именно количества юридических лиц, уменьшения юридических лиц, укрупнения детских школ искусств. Это в первую очередь будет сделано для того, чтобы некоторые процессы облегчить. Некоторые процессы, в том числе и бюрократические, и документальные, у нас огромная республика, и все это делать необходимо.
в том числе даже для экономии времени. Все это возможно при условии, если Коми, как пилотный регион, получит федеральные средства на улучшение материально-технической базы школ, а республика столько же вложит в их ремонт. Учреждения перейдут под крыло Минкульта, что гарантирует профессиональное сопровождение и более высокий статус. Количество зданий, учеников и сотрудников останется на том же уровне, а может даже увеличиться, когда вырастет качество образования и конкурентоспособность школ и их выпускников. Ольга Коняева, телеканал Юрган.